Высокогорное селение Цымыти находится в самом сердце Куртатинского ущелья Северной Осетии. Вот уже более полувека оно является настоящей меккой для туристов. Совсем недавно аулу был присвоен статус музея под открытым небом. Не без основания. Здесь каждый камень и каждая улочка хранят историю средневековой Осетии. Зимой в Цымыти редко кого встретишь. Туристы приезжают сюда в основном летом. Однако эффектных фото на память здесь можно сделать в любое время года. Сегодня Цымыти заброшенное селение, но примерно 7-8 веков назад на месте этих руин стоял крупный остинский город. Это был культурный торговый центр всего ущелья. Большинство местных жителей еще в начале прошлого столетия покинули свои дома. В поисках плодородных земель горцы стали переселяться на равнину. После Великой Отечественной войны здесь еще проживало около 50 семей. Как рассказывали старики, в селе проживало около 500 домов. В принципе, планировка этого села и количество склеповых сооружений подтверждает эти слова. Во время присоединения к России первая перепись зафиксировала здесь 170 дворов. Историк Марат Сагараев часто гость в Цымыти. Его предки – выходцы из этого селения. Еще мальчишкой он буквально до камешка изучил всю местность и собрал подробные сведения об ауле. Марат планирует написать книгу об этом уникальном крае. Древний город Цымыти был основан в начале XIV века одним из военачальников знаменитого аланского царя Озбагатара, которого так и звали – Цымыти. А начиналась история города около источника. Согласно преданию, аланский воевода Цымыти попал в эти места во время охоты на оленя. В те времена ущелье было покрыто густым лесом, и охотник целый день не мог выследить животное. Только под вечер военачальник настиг оленя возле родника. Говорят, именно тогда, очарованный красотой здешней природы, он и решил построить тут город. Город разросся вокруг источника. Во все времена люди верили в его чудодейственную силу. Поговаривали, что вода из источника исцеляет многие болезни и продлевает жизнь. Есть еще один удивительный факт. Родник никогда не замерзает, а вода в нем всегда одной температуры – 1 градус по Цельсию. Столь низкая температура не позволяет поселяться в ней болезнетворным бактериям. Так что вреда от такой воды точно не будет. По мнению историков, в средние века через Куртатинское ущелье пролегал Великий Шелковый путь. Говорят, в этих местах до сих пор сохранились тропы, через которые довольно быстро можно попасть в соседнюю Грузию. Торговцы, пересекающие ущелье, непременно останавливались в Цымыти. Здесь располагались постоялые дворы, где можно было передохнуть с дальней дороги. Однако купцов больше всего привлекал местный базар. В Цымыти до сих пор сохранились лабиринты узких улочек, по которым несколько веков назад ходили торговцы со всего Кавказа, стран Закавказья и Ближнего Востока и наперебой предлагали свой товар. Здесь можно было купить, продать или выменять не только одежду и еду, но даже произведения искусства. Как показывают археологические раскопки, на месте Цымыти очень много импорта. И китайские вещи в захоронениях, и золото-ордынская керамика встречается здесь, очень много стеклянной посуды. То есть это говорит о том, что это реально был торговый город. Сами горцы у заезжих торговцев покупали оружие. Оно пользовалось особым спросом. На него не жалели денег. Неудивительно, что за все время существования, а это более 7 веков, город ни разу не был захвачен. Всякие попытки пойти на Цымыти войной заканчивались поражением противника. Город, по сути, являлся неприступной крепостью. Он был защищен боевыми башнями. Древние архитекторы, которым было доверено строительство крепости, очень хитро расположили башни таким образом, чтобы враг не мог подойти к городу незамеченным. Вот одна из них. Вы сейчас видите полуразрушенное сооружение, а когда-то ее высота достигала 15-20 метров. С этих боевых башен ущелье просматривалось во всех направлениях. Противник не мог подойти к городу ближе, чем на километр. Уже в низине враг получал отпор. О штурме крепостных стен не могло быть и речи. Боевые башни оснащались самыми современными для той эпохи оборонительными системами. Такая защищенность Цымыти привлекала сюда не только торговцев, но и путешественников. Цымытинское общество во времена позднего Средневековья, там 16-17 века, может, чуть раньше, оно было довольно-таки крупным и сильным обществом. И именно это условие являлось гарантом безопасности.
потому что любой путник, проходя через земли этого общества, становился его гостем, а гость, как вы знаете, на земле Кавказа лицо неприкосновенное и пользуется покровительством всего общества. То есть защита его интересов становится интересами самого общества. Цимытийская община была одной из самых влиятельных в Осетии. Это было своего рода независимое гражданское общество. На него равнялись и перенимали здешний уклад. Весь этот комплекс называли Арта-Самати, то есть 3 Самати. И он составлял традиционное остинское общество, своего рода республику со своими границами, со своим судебным органом, законодательным органом. Военная структура составляла более древнюю формацию, когда народ-воин, каждый дом должен был выставить всадника в случае какой-то военной операции. На протяжении ряда веков Цимыти был процветающим городом. Богатство местного населения приумножалось с каждым годом. В народе поговаривали, что незримая Божья длань отводит от Цимыти беды и напасти. Святилищу на окраине аула, по подсчетам ученых, около 700 лет. Оно считалось мужским и, вероятнее всего, было построено в честь верховного остинского божества Уаштарджи, покровителя мужчин, воинов и путников. Чтобы получить благословение святого, сюда испокон веков приходили все цимытийские мужчины. А вот женщины, напротив, не имели права заходить даже за ограду. Мы чтим традиции, поэтому нарушать их, конечно же, не будем. Поговаривали, что святилище выполняло еще одну важную функцию – служило судилищем. Здесь давались обеты, заключались договоры, здесь же выводили на чистую воду воров, мошенников и клятвопреступников. Считалось, что справедливый суд нужно вершить на святом месте, или, как говорили предки, на Божьей ладони. Цимыти – это одно из немногих мест на Кавказе, где можно увидеть петроглифы – рисунки, высеченные на камне. Ученые видят в них зачатки письменности. Среди изображений людей, животных, гор можно разглядеть и так называемые тамги. Тамги – это своего рода средневековой Алании, как родовые гербы. Существовала своя геральдика, каждый из родов, каждая из фамилий имела свое, ни на что не похожее тавро, ни на что не похожий родовой знак. Этим знаком помечалось имущество, скот, ну и предметы быта, ну, как видим, и строения. Слово «тамга» тюркского происхождения означает тавро, клеймо, печать. В период Золотой Орды этот термин получил распространение в Средней Азии и Восточной Европе. На Кавказе родовыми тамгами до сих пор пользуются некоторые народы. В Цимыти до сих пор сохранились памятники погребальной архитектуры. По словам историков, когда аланы оставили равнину и обосновались в горах, произошло изменение погребального обряда. На плоскости аланы хоронили усопших в катакомбах. В горах они перешли к подземным склепам. На кладбище Цимыти можно встретить самые разные виды склепов. Подземные и полуподземные относят к периоду раннего Средневековья. А вот такие двускатные погребальные сооружения и склепы башенного типа с пирамидальным завершением появились позже, в XVI-XVII веках. Несмотря на эволюцию архитектурных форм, вот этих погребальных памятников, склепов, остается то мировоззрение, связанное с переходом в мир иной. Погребальная камера, вот склеп, он представлял прежде всего модель дома. Его так и называли – вечный дом, настоящий дом. Склепы, как правило, построены добротно. На их возведение осетины не жалели средств. Практически во всех склепах стены гладко отштукатурены и побелены снаружи и изнутри византийской известью, которая ценилась на вес золота. Несмотря на солидный возраст сооружений, они практически не тронуты временем. Древние строители знали, что возводят эти ритуальные сооружения на века. В Цимыти немало памятников архитектуры. Боевые жилые башни, склепы, культовые сооружения. Все это давно привлекает внимание не только ученых, но и обычных туристов. Побродить по здешним улочкам, насладиться духом старины, испить лечебного горного воздуха. Мечта и реальность для тех, кто решил приехать в этот живописный уголок Кавказа. Музей под открытым небом ждет своих гостей в любое время года.